Сегодняшние гости Национальной библиотеки собрались для того, чтобы чествовать трех поэтесс-юбилярш – Лидию Евкурову, Зайнаб Албогачиеву и Тамару Чинееву. О творчестве этих женщин известно многим. Их произведения есть в библиотеках и школах. Их любят и читают для души. Друзья по перу посвятили поэтессам стихи. Ты бескорыстно холишь дружбу, мне другом быть твоим за честь. Не ради славы и пирушек дарю тебе свой анапест. Зайнаб Албогачиева пишет с 8 класса. Она рано лишилась матери и поэтому посвящает ей почти все свои произведения. Не меньше любит воспевать в своих работах и красоту нашего края, беря пример с ингушских классиков. Среди любителей ее творчества как взрослые, так и подрастающее поколение. Я сегодня рассказала произведение Албогачиевой Зайнаб «Дуах кылдусы галага хеларах». Я выбрала именно это произведение, потому что оно является одним из моих самых любимых. С этим произведением я познакомилась в школе. Лидия Евкурова пишет на разную тематику, но ближе всего ей детские произведения. Именно появление своих внуков вдохновило ее на это более 5 лет назад. Я, глядя на них, у меня вот эти произведения самопроизвольно рождались. И мои произведения детские именно то, что я вижу своими глазами. Я ничего лишнего не добавляю, так как вот как я вижу, вот что-то поучительное для детей. Я на родном языке не писала раньше, но так как я себе дала слово, что я буду писать на родном языке и для детей, и потихоньку у меня стало получаться. Первое произведение мое получился Али Арчаков, где я даже боялась. Вдруг я не так написала, и он принял с таким удовольствием и оценил, и я вот как бы так получилось, что я начала уже чаще писать. Тамара Чинеева – поэтесса, журналист и культуролог. За перо взялась в 13 лет. Поэзия стала ее хобби. Женщина во все времена остается олицетворением красоты, добра и милосердия. Именно о ней слагаются стихотворения и поются песни. Ребята в качестве подарка показали для юбилярш сказочную постановку. Эта встреча однозначно оставит теплый и приятный след в сердце каждого присутствующего. Одним было приятно воочию увидеть и пообщаться со своими любимыми поэтессами, а другие, возможно, вдохновятся на творчество сами. Мадина Цора, Султан Булгучев, Магаз, 24.